В эфире нашего телеканала «Вечерние новости». Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Студентка Нерюнгринского медколледжа стала победителем всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России». Первую сваю многоквартирного жилого дома забили в селе Михайловка Амгинского района. А приобрести жилье в новостройке можно по сниженной ставке. Банк Дом.РФ начал прием заявок по льготной ипотеке на 6,5%. Начнем с ситуации по заболеваемости COVID-19 в целом по стране. За минувшие сутки зарегистрировано 4268 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения в Москве более 1800 человек. Московская область 176, Санкт-Петербург 241. Общее число зараженных в стране достигло 47 тысяч. Более 400 пациентов скончались, 44 из них только за минувшие сутки. Удалось вылечить менее 3500 зараженных. Отмечается, что 45% случаев из новых зафиксированных выявлены как контактные, остальные являются завозными. Министры здравоохранения стран Большой Двадцатки в воскресенье провели встречу в формате видеоконференц-связи. На ней обсуждалась координация действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Россию на встрече представлял министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он призвал поддержать усилия Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией и улучшить механизмы реагирования на подобные угрозы. Министр здравоохранения Саудовской Аравии в свою очередь призвал страны к незамедлительным действиям, сотрудничеству и вовлечению международных организаций в борьбу с коронавирусной инфекцией, включая и поддержку наиболее нуждающихся государств и инвестирование в научную деятельность по разработке вакцины и другого вида лечения COVID-19. Напряженной остается эпидобстановка в Якутии. На сегодняшний день зарегистрировано 111 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 16 пациентов выздоровело и выписалось из больниц. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал глава Якутии Айсен Николаев. На Чииндинском нефтегазоконденсатном месторождении зафиксировано 23 случая заражения. В регионе за выходные количество заболевших увеличилось. На сегодняшний день в больницах республики проходит лечение 72 человека. Из них 22 в городе Якутске, 41 в Алдане. На 7 человек в Якутске выросло количество больных из-за контактов с заболевшей женщиной, проживающей в микрорайоне Марха. Одним из контактов больной оказался сотрудник перинатального центра Якутской клинической больницы. В связи с этим с 19 апреля по 3 мая центр закрывается на санобработку. Роженицы перенаправляются в перинатальный центр РБ-1. Ранее госпитализированные пациентки переводятся в санаторий Чебдик. В целом, еще раз хочу сказать, что особенности по городу Якутску нам надо усиливаться в части личного контроля граждан за режимом самоизоляции. Пример по Мархе показывает, что нарушение его и контакты с потенциально больным, они могут привести к очень таким плачевным результатам. Для усиления контроля и для недопущения завоза сюда, в Якутск, скажем так, болезни с работниками, приезжающими из стран ближнего зарубежья, которые резко начали прибывать в город Якутск именно через переправу, пользуясь судами на воздушной подушке. Мною принято решение, и с сегодняшнего дня по 30 апреля у нас запрещено передвижение пассажиров на судах с воздушной подушкой. Это тоже сделано для того, чтобы максимально все-таки разобщение граждан у нас было и не допустить, еще раз говорю, появления неконтролируемых очагов инфекции и в городе Якутске, и в других районах нашей республики. В Сундарском районе Якутии также выявили 2 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Они 10 числа прибыли в Вахтовый поселок, который находится в 3 километрах от села Кутана. В Вахтовом поселке находится 52 дорожника и строителя. Медработники в срочном порядке взяли анализы у всех. Ситуацию прокомментировал главный врач района. И они сейчас остались в своем вахтовом поселке и живут в отдельных вагончиках. Меднаблюдение ведется врачом-инфекционистом, и каждодневно проводится наблюдение. А так в Сундарском УСе открыто 2 обсерватора, которые сейчас уже полностью 100% они готовы принять людей, которые контактированные, да. И сейчас в Сунтарах у нас в инфекционном отделении 12 коек уже открыто и готово работать.
И для диагностических больных провизорное отделение уже открывается у нас на 33 койки на базе терапевтического отделения. Гуманитарная помощь и дезинфицирующие средства от китайского города Тунцзян поступили в Верхневилюйский район Якутии. Когда началась эпидемия в Китае, район Якутии отправил жителям более 10 тысяч медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. А сегодня, в свою очередь, администрация города Поднебесной ответила на добро более чем 60 ящиками дезинфицирующих средств. Их направят в первую очередь в обсерваторы и по образовательным учреждениям. Здесь средства были закуплены за счет китайского города из другого региона, что подтверждается сертификатом и соответствием на территории Российской Федерации. И хочется поблагодарить наших друзей, в первую очередь мэра города Тунцзян от имени главы Верхневилюйского района Ван Синзина и других работников правительства города Тунцзян. Дезинфицирующие средства будут направлены в первую очередь в обсерваторы и образовательные учреждения, где сегодня работают детский сад, дежурные группы и школы. В некоторых школах у нас обучаются традиционно, то есть в очном виде. Инновации помогают в борьбе с COVID-19. Так, технопарк Якутия передал сегодня детской инфекционной клинической больнице инновационные маски и респираторы с противовирусным сменным вкладышем. Они приобретены у партнера технопарка белорусской компании «Инката». Закуплена партия в 100 масок и 4000 сменных вкладышей. Один такой вкладыш можно использовать до 3-5 дней. Нужда, я так думаю, не только для нашего отделения, но и для всего медицинского персонала, который задействован в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, конечно, ощутимая, потому что средства индивидуальной защиты уходят очень быстро, они меняются каждые 2-4 часа в зависимости от модели. И, соответственно, количество больных, к сожалению, растет, поэтому и количество СИЗов с каждым днем все больше и больше увеличивается. Сейчас у нас на борьбу с новой коронавирусной инфекцией задействовано 3 врача, которые работают сутки через 2, и 14 бригад среднего и младшего медицинского персонала по 2 человека. Российские разработчики создали модификацию робота для дезинфекции помещений в автономном режиме. Речь идет о модернизации робота семейства Юниор от Aurora Robotics. Машина может использоваться в гусеничном или же колесном варианте. Ее грузоподъемность составляет 50 килограммов, что позволяет устанавливать специальный распылитель и резервуары для дезинфекционной жидкости. Ресурс работы Юниора на одном заряде составляет около 2 часов. Разработчики инвестировали в проект порядка 10 миллионов рублей. В ближайшее время Aurora Robotics войдет в консорциум Автодата.рус и будет передавать информацию о перемещении всех своих роботизированных комплексов. Студентка Нерюнгринского медицинского колледжа стала победителем всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России». Ею стала Сардана Иванова, без 5 минут фельдшер, врач скорой помощи. С ней пообщалась и наш корреспондент Александра Цыбикова. В рамках подготовки к мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы, медицинский колледж провел ряд целевых программ, в том числе и участие в конкурсе «Мой вклад в величие России», который проводился в 2 этапа. Первый этап заочный. Пройдя его, студентка со своим наставником и научным руководителем отправилась в Москву. Я выбрала секцию родословия. Тема моей работы называется «Первая военная летчица Саха из Якутии», которой посвятили поэму. Этой работой я хочу увековечить имя первой летчицы Саха и передать историческую память подрастающему поколению. Я думаю, что эта тема очень актуальна в наше время, так как раскрывает неизвестные страницы Великой Отечественной войны, подвиг и героизм женщин во имя Родины. Цель проведения конкурса – воспитание патриотической молодежи. Более 700 желающих приняли в нем участие. Несмотря на то, что проект Сардана еще в работе и много открытых вопросов, на которые предстоит найти ответ, он занял 1 место. Чем отличился их проект, нам рассказала ее куратор. Мы продолжили проект исследований, который она начала еще в школьные годы. Это исследование вылилось в проект, который мы назвали «Первая военная летчица Саха из Якутии», которой посвятили поэму.
сумму. Цель данного проекта опровергнуть общепринятую версию о том, что первой военной летчицей в Якутии была не Захарова Вера Кирилловна, а Криговорницына Татьяна Павловна. Татьяна Павловна является родственницей Сарданы со стороны ее матери. Она уроженка села Меджикси Мегино-Калгаласского района, участница 2 войн, это Советско-финляндской войны и Великой Отечественной войны. Эксперты грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи оценят работу участников в рамках публичных защит и рекомендуют к получению грантов до 2,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри. В преддверии сезонного половодья в Якутии проверяют гидротехнические сооружения и чернят лед. Росводресурсы обследуют их на предмет готовности к безопасному пропуску весеннего паводка. Так, на сегодняшний день в регионе из 16 инженерных и гидротехнических сооружений уже проверили состояние 11. Комиссия посетила объекты Якутска и его пригородов Хангаласского района, поселка Нижний Вестях, Мегино-Кангаласского района Якутии. Также продолжаются работы по ослаблению льда. В графике значится 46 затороопасных участков на реках Лена и Колыма. Из них зачернение проведут на 39, а распиловку на 7 участках. Банк Дом.РФ начал прием заявок по льготной ипотеке со ставкой 6,5%. Она будет действовать в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку по льготным условиям можно до 1 ноября этого года. Напомню, что организовать и реализовать программу поручил президент России Владимир Путин. Кредитные средства можно будет направлять на покупку квартиры на этапе строительства в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. Их на сегодня более 4000. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, 3 миллиона рублей в других регионах России. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит оформляется на срок до 20 лет. Подать заявку можно в режиме онлайн. В Дом.РФ отмечают, что около 80% решений принимаются почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии через цифровую платформу. Первая свая многоквартирного жилого дома забита в селе Михайловка Амгинского района Якутии. Она дала старт возведению первого каменного трехэтажного дома по программе переселения в наследие муниципального района. Более 1000 новых квадратных метров, 14 жилых квартир. В 10 из них будут переселены жители аварийного дома 1980 года постройки. В основном это работники социальной сферы. 4 квартиры найдут своих хозяев по линии ипотечного кредитования. Свое новоселье жильцы справят уже в следующем, 2021 году. По данной федеральной программе планируется строительство многоквартирных жилых домов еще в 2 поселениях. Сегодня в рамках республиканской адресной программы переселения граждан ветхого аварийного жилья в Самарсунском наследии строится многоквартирный жилой дом. Но, как мы знаем, с 2012 по 2017 год признанные дома уже начали свое строительство. На сегодняшний день на территории муниципального образования Самарсунский наследие установка первой сваи начинается. Дом будет каменный. Около 40 свай, площадь 1080 квадратных метров. Тут 10 квартир по программе пойдет гражданам, да, новые квартиры будут выделяться. Этап 2021 года начинается, и в следующем году должны ввести. И 4 квартиры на продажу. Планируем в рамках ипотечного кредитования для населения. Застройщик будут предлагать квартиры. Якутия присоединилась к всероссийской акции «100 баллов для победы». Она призвана настроить старшеклассников на успешную сдачу госэкзаменов. Главными героями акции являются выпускники школ, которые в разные годы показали на ЕГЭ высокие результаты. Они на своих страницах в социальных сетях делятся опытом и секретами успешной подготовки к экзаменам, дают полезные советы. В 2020 году акция проводится уже 6-й раз и впервые полностью в дистанционном формате. Найти ссылки на видеотрансляции и мастер-классы можно по хэштегам «100 баллов для победы 2020» и «100 баллов для победы 2020 Якутия». Это были все новости. До встречи в следующем часе.